20 января в Вашингтоне прошла инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Напомним, что Байден победил на выборах, набрав рекордное количество голосов избирателей за всю историю американских выборов. Мы решили сравнить инаугурацию легитимно избранного президента США и самоназначенного гражданина Лукашенко. В США инаугурация была анонсирована заранее. За несколько дней до инаугурации создавалась праздничная атмосфера, устанавливались флаги, зажигались праздничные огни. В Беларуси дата и место так называемой инаугурации держались в секрете. Трусливая власть спряталась за высоким забором, лишь бы чего не вышло. В США на инаугурацию в качестве зрителей были приглашены бывшие президенты как со стороны республиканской, так и демократической партии, члены Конгресса, законно избранные представители штатов и народа. В Беларуси на инаугурации присутствовали только лично преданные самопровозглашенному люди. В США стоимость инаугурации озвучена в СМИ. Это открытая информация для налогоплательщиков. Лукашенко же гуляет за счет народа на все и даже не думает отчитываться. В своей речи президент США обратился к нации, к людям. В речи нелегитимного он обратился к своей хунте. Назвал день инаугурации Днем Победы и отметил, что государственные служащие и люди в погонах проявили стойкость, мужество и монолитность. Победы над кем? Народом Беларуси? На инаугурации США с речью выступали разные люди, включая талантливую юную поэтессу. Присутствовали представители разных медиа. В Беларуси это был бенефис одного актера для своего личного телевидения. Особую роль в США отводят традициям. После инаугурации президент традиционно подписал первые распоряжения. Они коснулись мер по защите граждан от пандемии, присоединения к международным организациям и договорам, иммиграции, например, отмена закона Трампа о депортации, под который подпадали 11 миллионов человек, просьба к банкам продлить отсрочку по кредитам за обучение, закон, запрещающий выселять людей из домов, если они в настоящее время не могут оплачивать счета. Лукашенко не до законов, традиций и церемоний. Откуда же взяться традициям, когда все население тебя ненавидит? Зачем подписывать новые законы, если и старые-то не соблюдаются? В США бывший президент Трамп не пришел на инаугурацию нового. Это неординарная ситуация. Традиционно предыдущий президент передает власть новому в торжественной обстановке. Тем не менее, для прекращения вражды и восстановления единства Байден внес предложение прекратить процедуру импичмента в отношении бывшего президента Трампа. В Беларуси приходить на инаугурацию было некому. Бывших президентов у нас просто нет. После инаугурации в США состоялись праздничные онлайн-концерты. Простые американцы записывали поздравительные видео, играли на музыкальных инструментах, пели и делились радостью друг с другом. Вместе мечтали о будущем. В Беларуси милиция охотилась за людьми на улицах.